Сегодня мы прочитаем вам произведение Даширабдана Батажабая «Похищенное счастье». Глава 1. Арест преступника. Когда на Забайкальскую тайгу надвигаются январские морозы, медведь лежит в теплой берлоге, а хозяином тайги и степей становится волк. Совсем худо приходится мелким птахам. День-деньской мечутся они в поисках пищи и, обессиленные, замертво падают на землю. Куропатки забираются под снег. Сороки жмутся к юртам и амбарам, поближе к людям. Но и людям не легче. В непогоду хорошо сидеть на мягком войлоке в теплой юрте. Но многие арады зимуют в дырявых юртах, и на очаге у них только суп из костей да жидкий чай. Когда юрта начинает дрожать на ветру, люди обращают слезящиеся от дыма глаза к бронзовым бурханам, моля богов защитить от непогоды их жилище и скот, не дать помереть детям. В один из таких морозных дней 1884 года по снежным сугробам через примолкшие степи в разных направлениях мчались всадники на заиндевелых с сосульками у ноздрей лошадях. От юрты к юрте, от улуса к улусу, по всей Оге. Всадники разносили новость. В Агинский Дацан прибыл учитель Далай-ламы, Туван Хамбо. «Приезжайте в Дацан, получите благословение святого». В течение суток вся степь вокруг Агинского Дацана была истоптана тысячами копыт. Хозяева стад, отар и табунов степенно ехали в санях. Их сынки и дочки, разряженные в цветные халаты, лихо проносились на оседланных скакунах. Двигалось немало и бедных повозок. Много людей шло пешком. Брели больные, волоча ноги. Вдоль заборов поселка стояли привязанные в ряд лошади. Над ними клубился пар. Ходили ламы в желтых одеяниях, молодые женщины в теплых шелковых халатах, бедняки в рваных шубах. Все дома были уже заполнены постояльцами. Люди развязывали кожаные мешки, вынимали сумки, туиски, свертки, оттаивали привезенные с собой масло, сливки, пенки. Потные, измученные хулараки кипятили воду в котлах, варили мясо и суп. Вдруг на вогнутой крыше храма на всех ее 4 углах показались ламы с длинными трубами, и призывные звуки понеслись далеко окрест. На звуки этих труб паломники устремились к Дацану. Скоро на площади собралась толпа. Возле дверей храма, украшенных искусной резьбой, на албоках восседали ламы, приезжие чиновники, богачи, не знающие счета своим стадом. Аламжи хотел первым поклониться высокорожденному ламе. Плечами раздвигал он толпу, прокладывая дорогу себе и жене с 2 ребятишками. «Куда лезешь, оборванец?» Здоровенные парни стали на его пути живою стеной. Не отвечая на ругань, Аламжи молча нажал на эту стену плечом, она колыхнулась и раздалась. Распахнулись красные двери храма, и богомольцы увидели 9 хубараков, несущих перед собою албоки. Совершив молитвенный круг по ходу солнца, они сложили албоки один на другой и удалились. «Получу благословение святого. На всю жизнь от бедности избавлюсь», — шептал Аламжи, протискиваясь все ближе. Наконец он оказался даже впереди тех, кто сидел на албоках. Его жена, прижимая одного ребенка к груди, а другого подталкивая вперед, продвигалась за мужем, не спуская благоговейного взора со святых дверей. Богач Намдак, глядя на двери храма, заклинал: «О боги, пусть по вашему повелению стану я самым большим чиновником. Пусть в моих стадах будет столько скота всех 5 видов, сколько не было ни у кого». Гулван Нойон, восседавший по соседству с Намдаком, услышал его молитву и покачал головой. Зачем этому бестолковому чины и богатство? У женщин были другие молитвы. Толстая рыжеволосая жена Намдака, ни разу не рожавшая за долгую супружескую жизнь, глядела на храм, и из глаз ее капали слезы. «Благослови, святой Туван Хамбо, и пусть боги пошлют мне ребенка». Сзади стояла черная худая женщина. У этой не было ни мужа, ни детей. «Даруй мне семью, высокорожденный учитель», — шептала она, — «не дай потухнуть моему очагу». О чем же пришли просить оттиснутые в задние ряды бедняки?
задавленные нуждою и болезнями. У каждого из них была своя надежда. Один из Шарат-Дамба, батрак и безбожник, стоявший позади толпы, давно уже не верил ни земным, ни небесным святым. 7-летний Булат, сын Аламжи, крепко ухвативший за руку матери, с нетерпением ждал, когда появится живой бог. Словно в ответ на его желание из дверей храма вышло 6 лам. Они несли самого Туван-Хамбу в желтом паланкине, покрытым шелком и украшенным золоченными узорами. Над толпой пронесся шум, подобный протяженному стону. В мгновение ока люди сдернули шапки и низко склонились. Когда же они подняли головы, Туван-Хамбо сидел уже на 9 албоках и медленно перебирал янтарные четки. На голове его была остроконечная желтая шапка, на плечах пурпурный орхимжо. Его лицо, словно отлитое из бронзы, было неподвижно, глаза устремлены вдаль, поверх толпы. По левую руку Туван-Хамбы люди увидели агинского тайшу, намсарая в синем шелковом халате, опоясанном широким красным кушаком, за которым был заложен длинный нож в серебряной оправе. Густые брови, нависшие над узкими глазами, делали его похожим на хищную птицу. Богачу из богачей в степной аге каждый обязан был повиноваться, но грозный вид тайши не мог угасить ненависти к нему. Скупец никогда ни монеты не платил батракам. Он был способен отодрать подкову с копыта подохшей лошади, сорвать украшение с того, что умершего родственника. От скупости он мог варить себе суп из шкуры. Презрение к нему было так велико, что в народе говорили: намсарай от жадности может проглотить собственный плевок. Отдав должное Намстараю, люди перевели взгляд на плешивого человека, сидевшего по правую руку Туван-Хамбы. Эполеты и шашка в золоченых ножнах выдавали в нем важного русского чиновника. Так оно и было. Справа от Туван-Хамбы сидел приамурский генерал-губернатор барон Корф. Паломники еще раз застыли в поклоне, а когда подняли головы, впереди Туван-Хамбы уже возвышался большой медный котел с 2 ручками. Все знали, зачем здесь котел. Ведь сколько раз люди туда бросали золото, серебро и медные монеты. Возле котла на албоках расположились настоятель агинского дацана и самбу лама. В холеных руках лама держал бумаги, куда заносил имена тех, кто жертвовал лошадей, коров и овец. Немало было верующих, которые отдавали Богу последнюю коровенку. Сегодня этот список пополнится. Туван-Хамбо сидел на албоках, плотно сжав тонкие губы. Он ждал, когда молящиеся после 3-го поклона подойдут к нему для благословления. Много лет назад, еще до возведения в Сан-Хамбо-Ламы, он был настоятелем этого дацана. Затем отправился в Тибет, в монастырь Брайбан, где изучал языки и богословие. Наконец, после 10-летнего обучения он получил звание Лхарамбо. Когда эта весть дошла до Бурятии, во всех дацанах отслужили большие молебствия, а потом Туван-Хамбо стал учителем самого Далай-ламы. Ламы уже растолковали паломникам, что приехал он по весьма важному делу – отстаивать желтую веру перед русским царем. Попы-миссионеры и чиновники прибегали к обману и насилию, чтобы склонить бурят к христианству, и забайкальские ламы послали жалобу Далай-ламе. Далай-лама 30-й обратился со специальным посланием к генералу-губернатору. Тут-то и прибыл в Забайкальске Туван-Хамбо. Миссию свою он исполнил, добившись разрешения на постройку новых дацанов на далекой окраине России. Сейчас, когда Туван-Хамбо собирался в обратный путь, прибывший из Петербурга генерал-адъютант барон Корф вызвался сопровождать его. Такая честь Туван-Хамбе была оказана неспроста. Царскому правительству невыгодно было ссориться с ламами, держащими в повиновении большинство людей. Конечно, простые араты не вникали в эти тонкости. Они знали одно – Туван-Хамбо защитил желтую веру, добился разрешения на постройку новых дацанов. Вот почему собралось много народу, почему люди с усердием клали поклон и перед святым Туван-Хамбо, и перед генералом-адъютантом Корфом. Наконец, богачи один за другим потянулись к Туван-Хамбе. Получив благословение, каждый по несколько раз обходил храм по ходу солнца, приближался к Туван-Хамбе и Аламжи. Вдруг чьи-то сильные руки ухватили его за локти. Аламжи не успел пустить в ход кулаки, как руки его были перехвачены железной цепью.
Не шуми, ступай туда. В наручниках далеко не уйдешь. Толкая Аламжи в спину, двое полицейских вытащили его из толпы и повели с собой. «Аба, куда ты?» – закричал маленький Булат. Жена тоже рвалась было к Аламжи, но ее оттеснили. «У твоего муженька будет хорошая юрта». Она вскинула глаза и увидела богача Намдака с лисьей шапкой в руке. Его глаза, один маленький, другой побольше, воровато бегали. Рот с двумя сгнившими зубами приоткрыт. С начальником поругаешься, лишишься головы. С собакой потерешься, потеряешь подол. Заглянул в лицо женщины, Намдак. Жалма хотела крикнуть Намдаку: «Ты и есть собака», но сдержалась. Значит, Аламжи чем-то не угодил им. Его отвезут в Читу и запрячут в тюрьму. Что же такое сделал Аламжи? С новой силой хлынула толпа, оторвала от матери Булада, завертела его и поглотила. «Люди добрые, спасите, сына затопчут!» — закричала Жалма. Косы у нее расплелись, волосы рассыпались по плечам. Несчастная мать продолжала взывать к помощи, но все были глухи к чужому горю, думая только о том, как бы вымолить счастье для себя. Подобно стаду в тесном загоне, люди напирали друг на друга, ища выхода. Им казалось, что выход там, где выседает святой Туван Хамбо. Турикдыхен хубизая. Январь харин янгаме хутенде бабгэха раргауте амитан гажи бэха ушадар бэха авыда. Вешенде тере орошот хана амархан хабара ухеже хептехепшу. Харин тихде хамак газар дылхе о модон хубенек сахар хушак дал. Гоугурхон зузан мульхенде баригдат. Шурга хаухин тава дедар эзылхен шуежа бенау. Хамара манха шодогор мульхе ханжуанхе. Саган сен вошохон эмел мурито. Хуну тубеле ховхо харггар хошо уракша гугедернет. Элха эл. Хотон хо хотон хуретер. Давила мин бакша туан. Хамба мане ютак морио. Агын дасан шожо. Хамбые барахакты. Кыхен угенут агын тавар савдилган. Тургенур тараба. Углоодерин болохдо, агын дасан шадаре, сахата саган далах эден мянга, моридо хулде гешхегден, хара хороштой, худхаршот бейга беле. Хожом дожо бу хан холын ютаге, зон дасанге, удамжар, далшалдан оде уруга субанат. Неге шефте топхогор хунут, модон гернуде, Хахан ундер хашаге, ханаха уржархото, моридхо уралхабана. Торгон дегилте басагат берет, хахархе хупсахате, балгут гер баранда орон гаранет. Деденер архан туламте, мунсар харши, орохун тохо мяха оружа. Ламанарта угенет. Тогогор дуре, эде шанажа урал хеншу, сон халудаша, хан хубаргуд оде уруга гулдене. Дан шугу ламагав жанар барак, динdeге баят ноётто хамта банша, бууза эдиже садабат. Худо малшат гартеге, логен яхам мерехехе, гадна хохан шуле ужа жирганат. Зугаран топхо горно хонут, модон гернуде дундаха октор гой оде дулихен гурбан дабхар сахан дасан берехе гурбан алдын ута ухер буре уле хеде аяр холор суратан соносток хен. Эгел моно эне дасанге гурбадехи дабхаре ерсе дере ухер буре
уренудые гаргажа дурбен зук тешень ламнар улебет. Туван хамбые баралхаха гже дасанге бухы зукхон он нут субажа халал захалнат. Ехе дасанге уденде уданшегуй уд тумен зон суглар шод бейгахен. Эгел урда тахарн дасанге ламанар деде зиндаге баят ноёт олбок дегур жерилден хуба. Деденей арада хул дере зопсохон харазон хойордо хадакхан аду мал метес хаша салдана. Хойор худте хамгая хадахулхан аламжа бултанха ехер буян хехие оролдон. Нангин шутон туван хамбаха адис аважа нугело арудхаха. Ханате зоной дундур хаха турин уракша жутхе же ябаба. Хире гуш биде бахал адис урхтехе гже байна ебеше гупти. Гилден хентек зариман харал шерел табинат. Зарим мунду хубут зам дерихен нюргая уриже соксот. Хажу тешен болжо уген негуй. Барху сете аламжа негшие хунде харуре угенгуй. Хеленгуй тенек юмедел. Уракша дулишен ябана. Тин олон давхар олбок дегур хухан баят ноёте арада ерет зоксошобо. Бесеге урген улан удер хойор теше негеже. Олбогеда байырхан арбат. Хубарак хубархилган нере зуб горо хелен бейре. Олпагуда нере газарта этихер ептархирхинат. Далела мын бакшаха адис абахада. Нахара гер барагуй зобохё болихол бейхаб гаже тикхен аламжа. Аягахат бейза бултанха урит хамба ламаха адис абат. Орихомхомни аб. Гаже жипшеже бейгахен. Винхо унгерже ябахан наре ухиву теберихен хамганин хузылгухен номгэн нюдуро. Бадбасанге уде шертене. Аламжин туша урда дапшалжа хулхан намдак баян хузулге улылген аман сого амани уншана. Бултанха ехе нойон болохо болтогеп. Хамагуха олон малте болохо болтогеп. Гежетрене хажуда хулхан гулва нойон шибенеже хуна. Сихиен хилдехе олбок дегур херилжеве хухан хуну ханахан ханала сехе хелешегуиха баян зорюте ехе нойоне зергете болохын буян гуже баянат хаюм. Харин аламжин хажуда зоксожо бейхан намдак баян тарган шара нахамган нюденхо уха гухпенхе. Тон ондо угенудие шибене. Нахара турогуй эне бейтахан хамган туван хамбаха ури худыгдие эриже адис хурдухе ере. Тере хамгане арада бейхан туранхе хара хенер мунле ортве хамате асудел жипшежех бейхан хеберте. Душе шахатара дамда гаража едешахан. Бага тенекшенек гылсурдек эхенер туван хамбаха убгние гулхая хана безегеже
таниха зариман, шоглон хорелдоз абана. Эхинге гарха шанга барят зуксогон долло нахате булат хубухен толгоде ямаршие бодол хадалблангуи. Амиде бурхане хаража эрехие эзлуге элене. Тенде арар туригдехен хохор долохон хунут юн тухе бодонохап. Нахарал архи харта намнахан хунут наема аралжа бедерешет ямар юме бодожо бейнахап. Элдеп упшенде дарагда шахан хунут хулшинге хусе эрдешен. Туван хамбаха буен гуйгаха ерехе юм. Мун теденершье эхаптар ехе гугате нюдор эне ламын гаража ерехе хулеже бейгахен. Хамак зоне арада бурханда хузыгуи шара дамба гежен алдарте хун зорьон бее харулха гехен юмедел ниурга ургелот хана амархан зуксожо бейгахен. Торгун хушылтате шара жуза сохунхе, туван хамбые телехен, зурган лыманар аргахан гаража эребет. Хамак зону хермалай орхилдехан, метер шуэлдан, мулгайну да абад, толге гору азарнан хаша, наша духибот. Хугедеже байхан тедезоно, одо ундехедин, аган тайша, носара найон туван хамбын зу. Хажуда, биболохон байба. Хухе торгон дегел дегруге, улан бухе, бухлже, утамон теген хутага, зунхе эне хуние, храхадада. Зугергуй пурте байгахен. Тигедшье морхот гехан харю хамарин узуре. Шергашахан нюде дерхи утанит хнуден терене шарье хуйтеруне. Ухыхын мурине таха хухон хан йылжа абахаболот. Алтын шудете хуне наха барабал хур дерень хуни ошожо шудеем халуха бахара бехе зорие харамнажа хухылхын ухере архар шуве вергаже эдитгейн мадехазонным сарайно йонной бохи необохойо хоргын абаша эдихеде болохо гылсыдышьеха. Агасо узур баян болхон тайша нойоне урда бугадехе. Хугедехе уйлгете болодок бале. Тихеде туван хамбын барун хажуде досоша хушахын шанате малан тоготе хун соксожо бейба. Тере хуне наптархан бетешьехань мур дерехи аягын шенен эполедудеень хажу тень ханжа бейга мунге хилыхын хуйтен хылмые харахада. Айхыптар хурте боложо узыгдене. Энемне туван хамбые удышыхые эрахан генерал-адъютан барон Хорф мунгеша. Арыз зоң непшігерері тәхін газар толыға наша тәхібіт. Одан шүкі күгідіжі байхын зоны толғайға үргіхідін. Хойыр тәге бари олты, томы гікшін зет тәге асыржы. Туван хамбың орда табежархын бәйбі. Тінді байхын мұргылшыд. Нігінті бұшы үні тоғанса мұңгыт алтыя табиғын. Дірігі гайхыл болыңғы ямыр ошыртайғар. Үні тоғаны бей балғыйы мүдіжі байғағын. Тірі тоғаны қойыр қажуды дібдігдігін олыбығы дәрі. Ағындасынға ішірейті самболамы қойы тапшылжы ғобыт. Самболамы ұвыр дәрі табиатты. Ипкігір сарын қарың күнін гайхыла барабағы. Үні сарын дәрі мүргілшіді үргіхін адо мал бұшыдық байға. Шу ұлшынға қансы үне үргіжішие үзігін күнін үнді байжы олы. Үзіглігін мүргілші тәхін көгідіжі орғыдығы газар хабырдың тоңғышы бұд.